Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах выпуска. Более 130 тысяч человек отправятся на военную службу в российскую армию. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Поезд, посвященный Республике Крым, запустили в московском метро. Ленчане голосуют за благоустройство улицы Аюнского за счет всероссийского конкурса «Малые города». В Якутии с 1 апреля начинается запись в первый класс на новый учебный год. О правилах подачи заявлений расскажут наши коллеги. Семинары, выставки, игры и различные конкурсы. Большой праздник встречи весны провели в школе «Арктика» в Нерюнгри. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, согласно которому в вооруженные силы страны отправится 134,5 тысячи человек. Также в указе поручено осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы по призыву. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отмечал, что этот весенний призыв будет меньше, чем год назад, и подчеркивал, что россиян, которых отправят на срочную военную службу, этой весной не будут направлять в горячие точки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки. Об этом он сообщил на заседании Президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он отметил, что новые условия начнут действовать с 1 апреля. Ставка по кредиту составит 12%, а его предельный размер – 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей и 6 миллионов для остальных регионов. Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым меры поддержки экономики и населения республики. Для снижения финансовой нагрузки на региональный бюджет было обсуждено замещение в этом году коммерческих кредитов региона в сумме до 5,5 миллиардов рублей бюджетными кредитами. Айсен Николаев сообщил о ходе реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищного строительства, реализуемых за счет предоставляемых из федерального бюджета бюджетных кредитов. Глава Якутии поблагодарил министра финансов за внимание, уделяемое республике, отметив ежегодное увеличение финансовой помощи. В частности, в этом году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности республики предусмотрена в сумме 56 миллиардов рублей с приростом на 5 миллиардов рублей к прошлому году. Правовое развитие народов России обсудили на Всероссийской конференции в Северо-Восточном федеральном университете. Как отметил проректор по науке и инновациям вуза Евгений Соловьев, правовое развитие в становлении Якутской ССР, столетний юбилей, который празднуется в этом году, является одним из ключевых элементов важного исторического события. Сегодня необходимо, чтобы значимое правовое интеллектуальное наследие республики оставалось востребованным и полезным для студенческой молодежи, молодых ученых, законодателей и правоприменителей. Конференция проводится в день 30-летия подписания федеративного договора, который является главным источником конституционного права в области регулирования федеративных отношений, разграничивающего полномочия федеральных органов власти и субъектов страны. Отмечу, участниками мероприятия стали более 10 субъектов страны от Татарстана до Бурятии. Очень знаково то, что мы проводим данную конференцию в день 30-летия подписания федеративного договора, который, на мой взгляд, является государствообразующим, сохранил единство России, определил федеративную сущность нашего государства. И мы очень рады тому, что Республика Саха-Якутия является одним из ключевых субъектов Российской Федерации как в части территории, так и в части социально-экономического потенциала. В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Республике Крым. Все вагоны и внутри, и снаружи украшены достопримечательностями полуострова. Мероприятие приурочено к 8-й годовщине воссоединения Крыма и города Севастополь с Россией. По какой линии метро будет курсировать крымский поезд, что еще интересного в брендированных вагонах, расскажет Айсена Бурнашова. Поезд называется «Республика Крым». С одной стороны, когда он идет в другую сторону, он называется город-герой Севастополь. И открывается этот поезд видом Крымского моста.
С наружной стороны Крымский мост, а внутри раскинутые лавандовые поля и прибрежные скалы. И это только в одном вагоне. Всего же поезд украшен десятками самых узнаваемых крымских образов. Золотые ворота, Воронцовский дворец, замок Ласточкино гнездо и многие другие достопримечательности. В каждом вагоне неповторимое оформление. Внимание требуют и заметки. Помимо достопримечательностей Крыма, гости и жители Москвы могут также узнать много интересных фактов о самом полуострове. Например, о том, что в горах Крыма растет около 240 эндемиков, растений, которые больше нигде в мире не встречаются. В целом же дизайн поездов сделан таким образом, чтобы каждый пассажир, даже находясь в городской подземке, прочувствовал на себе эффект присутствия в самом светлом и красивом месте нашей страны. Не поездка в метро, а целое путешествие, когда море буквально у ног, а под боком пляжи. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии ровно полгода. И, по мнению организаторов, должен не просто рассказать о Крыме, но и привлечь на полуостров туристов. Как удобно сделали, да? Что сидишь, и все равно все видно, все читается. А куда еще приехать отдыхать, как не в Крым? Теперь к нам приедет отдыхать еще и Беларусь, приедут отдыхать и наши соотечественники из Якутии, потому что мы их любим, мы вообще любим Якутию. Поэтому география очень большая, а Крым всех примет, потому что мы все вас очень любим. Крымский поезд – это 15-й по счету тематический состав столичного метрополитена. Практика оформлять поезда в честь регионов страны в Москве прижилась. Ранее по городской подземке также курсировал и Дальневосточный экспресс с видами Якутии. Мы всегда участвуем, каждому региону Дальнего Востока предоставляется один вагон разукрасить, но каждый раз это новое. Сегодня мы увидели продолжение этой доброй традиции, и на московских подземных железнодорожных путях появится вот такой поезд, посвященный Крыму. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Улицу Аюнского в Ленске планируют благоустроить за счет всероссийского конкурса «Малые города». Однако за раз отремонтировать территорию площадью около 9 гектаров не получится. На это понадобится 113 миллионов рублей. Городские власти разделили работы на 2 этапа. Ленчанам нужно решить, что сделать в первую очередь. Валентина Фирстова расскажет подробнее. Первый этап ремонта центральной улицы Ленска, Аюнского, охватит промежуток от второй школы до ДК «Юность». Здесь обустроят тротуары, велодорожки. Также создадут мини-скверы с озеленением на придомовых территориях многоэтажек под номером 32 и 23. На торце 7-го дома по улице Орджоникидзе нанесут мурал с изображением Платона Аюнского, в честь которого и назвали улицу. Проведут открытый ливневый канал вдоль велодорожки. Второй участок от ДК «Юность» до набережной. Здесь у парадного входа Дворца культуры реконструируют площадь. Далее в сквере от ДК до набережной построят тротуары, велодорожку и ливневый канал. Организуют 3 детские площадки для разных возрастов. В конце улицы установят смотровую площадку на реку с арт-объектом «Ворота Алмазного края». После голосования администрация подготовит заявку на участие. Эта работа будет продолжаться до июля месяца. Должны мы пройти согласование у Управления архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия. Ну и после этого мы уже отправим всю саму документацию в федеральный орган Министерства строительства. Одно из условий победы во всероссийском конкурсе – заход на территорию благоустройства предпринимателей. Например, открытие кофейни. Тогда шансы на победу увеличатся. Пока проголосовало за благоустройство около 1500 человек. Лидирует вторая часть улицы. Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Строительство крупного современного микрорайона «Звездный» продолжается в столице республики. По проекту на территории появится 15 жилых домов разной этажности, в которых смогут разместиться 11 тысяч жителей. Микрорайон планируется сделать полностью автономным. Там разместятся 2 детских сада, 2 школы на 1980 учащихся, поликлиника и крытый каток с многофункциональным спортивным залом. Для обеспечения безопасности в микрорайоне будет возведена пожарная часть. По словам подрядчика, сейчас строительство завершено примерно на 30% и идет согласно графику. Но в ближайшее время они намерены нарастить темпы и сдать объекты раньше запланированного срока. По плану ввода жилья, как я сказал, у нас 7 домов строится, это 29 тысяч квадратных метров. Да.
В этом году тоже принято решение по поддержке нашего республиканского ипотечного агентства. Да, это компания со 100% участием государства в части декапитализации. И это решение позволит нам в ускоренном темпе начать строительство 15 многоквартирных домов. Это еще плюс 130 тысяч квадратных метров на территории этого квартала. В целом мы планируем, что за 2-2,5-3 года вот эти 15 домов ввести и к этому времени уже обеспечить социальную инфраструктуру. Бизнес-перекресток. На мероприятие под таким названием сегодня собрали предпринимателей со всей республики. Главная цель такой встречи в формате открытого разговора. Предпринимательское сообщество делится своим опытом, а также обсуждают пути решения из ситуации, которая сегодня сложилась на фоне западных санкций. Участники, а их было более 100 человек, задавали интересующие вопросы. Представители государства рассказали о тех мерах, которые сегодня предпринимает государство для поддержки предпринимателей, когда условия ведения бизнеса меняются. Коллеги, которые успешно преодолевают трудности, сегодня будут делиться своими моделями, кейсами, как это все преодолеть. И, конечно же, сейчас время для консолидации бизнеса, поэтому участие Министерства предпринимательства в таких мероприятиях обязательно, я считаю. Проблемы, они формируются абсолютно по разным факторам. Здесь нет одной причины. Это и транспортная логистика, это и климатические условия, это рост цен от производителей, трейдеров. Поэтому сегодня послушаем, я думаю, то, что предприниматели поделятся своими уже наработанными кейсами. С 1 апреля в Якутске начинается прием детей в первый класс на новый учебный год. В этом году по плану пойдут порядка 6 тысяч столичных детей. Для них свои двери распахнут 50 школ. Многие из них в этом году на федеральные средства проведут у себя капитальный ремонт. Кроме того, школа номер 1, расположенная в старом здании по проспекту Ленина, переедет в здание бывшего кооперативного техникума. Принципиальных изменений по приему заявлений в первые классы в управлении образования Якутска нет. Между тем, родителям стоит придерживаться определенных правил, чтобы не получить отказ от той или иной школы. Подробнее о них расскажет Ульяна Шагина. Запись в первый класс, так же, как и в прошлом году, пройдет в 2 этапа. Первый этап начнется уже завтра, 1 апреля, и продлится до 30 июня. В этот период свое заявление должны оставить родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории, а также те, у кого есть преимущественное, внеочередное и первоочередное право. Преимущественное право – это дети, сестры, братья, которые вместе проживают, учатся в той или иной школе. То есть у родителей будут, кроме закрепленной территории, подаваться в те школы, где учатся старшие братья и сестры, которые совместно проживают. Также в первом этапе идут дети льготной категории. Это дети сотрудников Следственного комитета, судей и прокуратуры. И с первоочередной правом это дети сотрудников полиции и военнообязанных. Рассмотрение поступивших заявлений должно завершиться не позднее 14 дней, после чего школы начнут вызывать родителей с оригиналами документов, с паспортом законных представителей, пропиской и со справкой с места работы для внеочередников. Между тем, 6 июля начнется второй этап приема заявлений на оставшиеся свободные места. В первые классы идут дети 6 лет 6 месяцев на 1 сентября. Если возраст ребенка меньше этого, то надо подать заявление в управление образования, отдел общего образования, чтобы они посмотрели документы готовности к школе, это медицинская карта с детского сада, и наличие мест в образовательном учреждении. Тогда может быть принято решение, то, что ребенок пойдет в этом году или в следующем учебном году. Один из самых крупных по количеству детей школ в Якутии, школа номер 31, в предстоящем учебном году планирует зачислить в ряды первоклассников 195 детей. В следующем учебном году мы планируем открыть 6 первых классов по адресу Каландрашвили, 34. В каждом классе по 30 вакантных мест. Также планируем открыть дополнительный малокомплектный первый класс, первый И-класс на 15 мест по адресу Чернышевского, 52.
По данному адресу расположены дополнительные классы нашей школы с 1 по 4 класс. Первый этап подачи заявлений, напомним, начнется уже завтра в 9 часов утра. В этом году заявления принимаются только через портал государственных услуг Е-Якутия. При этом закон не запрещает родителям подавать заявление в письменном виде, но в этом случае школа все равно попросит внести данные о ребенке в портал государственных услуг. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Капсула времени «Летопись школы номер 5». Под таким названием сегодня в музее имени Ярославского организовали круглый стол. История школы непосредственно связана с именем купца, первой гильдии, мецената, почетного члена Якутского благотворительного общества, видного деятеля местного самоуправления Николая Кривошапкина. На средства купца в Якутске было построено двухэтажное здание на каменном фундаменте под якутскую второклассную учительскую школу, а ныне номер 5. Николай Иосифович родился в 1837 году в Аймиконо-Барагонском наследии Баягантайского улуса. Изначально дата появления пятой школы датируется 1907 годом, но в ходе изучения истории называется другая дата – 1735 год. Историю нашей школы мы очень углубили. Именно поэтому сегодня мы организовали круглый стол, чтобы представить образовательной, научной общественности нашу версию, закрепленную архивными данными, конечно, нашу версию принадлежности к истории, глубокой истории. Поэтому сегодня мы ждем вопросы, на которые будем отвечать в дальнейшем. Во Дворце детства в Якутске прошла игровая спортивная эстафета среди столичных школьников. Мероприятие было посвящено Году культурного наследия в республике и столетию ЯССР и включало в себя национальные игры народов, проживающих в Якутии. Как прошла весенняя эстафета, расскажет Сарглана Неустроева. Дети Якутии! Детям Азии! Привет! Еще громче привет! Начало эстафеты ознаменовалось необычным флешмобом. Дети, выстроившись в большое число 100, на камеру коптера оставили свое послание для грядущих игр «Дети Азии». Но все же самая главная цель прошедшей эстафеты – это, наконец, собрать учащихся на свежем воздухе для активных игр. Свежий воздух. Чисто оздоровительное мероприятие. Для школьников, которые 2 года буквально сидели дома. Это раз. Во-вторых, это знание национальных игр народов, населяющих нашу республику. Участие в эстафете приняли учащиеся с 7 по 8 классы. Сначала настроение ребят не особо вдохновляло на спортивные подвиги. Как-никак долгие перерывы в массовых мероприятиях дают о себе знать. Но позже интересная программа оживила ребят. Здесь вам и бурятские прыжки в мешках, и перетягивание канатов, и кидание палки. Начали! Быстрее, быстрее! Секундомер! Быстрее, быстрее, быстрее! Как ваше настроение? Все хорошо, нормально, очень хорошо. Да, ребята? Отлично, очень классно, нам понравилось. Ну, настрой как? Боевой? Да, боевой. Очень нравится, очень весело. Всего участие в эстафете приняли более 48 учащихся из 4 школ. Определились и лучшие команды. Однако самое главное, что дети весело и с пользой провели время на каникулах. По словам организаторов, вполне возможно и постоянное проведение подобных игр. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Предпоказ первого фильма цикла «Пути великих свершений» под названием «Дойти до края» состоялся в Якутске. Картина рассказывает о 40-летнем периоде географических открытий и освоения русскими первопроходцами Сибири и Дальнего Востока. Фильм, как и весь цикл, приурочен столетию образования Якутской ССР. «Пути великих свершений» – это уникальный проект по систематизации и обобщению истории этнографии в глобальном процессе расширения России и освоения огромных пространств Северо-Востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики. Большой праздник встречи весны провели в школе «Арктика». Праздничная программа рассчитана на 3 дня. Это семинары, выставки, игры и различные конкурсы. Нововведением стал отчет воспитанников, которые посещают кружки по программе дополнительного образования. Ирина Жданова побывала на торжественном открытии праздника.
Каждый праздник, организованный в школе «Арктика», это яркое и красочное событие, которое впечатляет и гостей, и зрителей. В подготовке всегда задействованы все учащиеся и педагоги. Праздник очень интересный, он проводится уже который год, не только у нас, он проводился в Алданском районе, он проводился в Венгрии в свое время, в тех национальных школах, где преподают родные языки, где проживают именно те представители малочисленных народов Севера. Название праздника «Нелкини Эмерен» переводится с авенкийского как «весна пришла». А для северных народов приход весны – это пробуждение природы, рождение новой жизни и время надежд. Педагоги школы «Арктика» подготовили специальную выставку. Также в рамках праздника был организован круглый стол, где обсудили тему профориентационной работы и вопросы психологии в условиях сельских школ. В это же время школьники готовились к более веселым мероприятиям – конкурсу богатырей и презентации национальных костюмов. Мы готовились к праздникам. Я после соревнований, когда сюда приехала, сразу начали тут готовиться. Дети давно еще начали готовиться. Сегодня в школе обучается 125 учащихся из 18 северных арктических районов, а также и из других регионов. Это школьники с 8 по 11 класс, разделенные по принципу общинного самоуправления. Всего 4 общины, которые в течение года соревнуются, получая баллы за хорошую учебу, дисциплину, успехи в спорте. Например, в Усянском районе, когда я учился в 7 классе, я знал там базовые слова, как тебя зовут, откуда приехал, и цвета могу там себя представить. А здесь в школе «Арктика» именно соединили все мои знания, и я стал 100% владеть своим родным языком. Экспериментальная школа «Арктика» единственная в России, где ведется преподавание языков и культуры всех 5 коренных малочисленных народов Севера. В первую очередь в школу принимают детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей. Второй и третий день праздника тоже обещают быть насыщенными. В программе конкурс ораторского искусства, флешмоб, хоровод, игры, вечер дружбы и даже отчетный концерт педагогов дополнительного образования. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. 8 женских и 7 мужских команд состязаются в эти дни на волейбольных площадках Якутска. Республиканский чемпионат по волейболу «Сидя» после перерыва, вызванного пандемией, снова собрал лучших. На одном из матчей побывал наш корреспондент Иван Лазаренко. В столице региона стартовал ежегодный республиканский чемпионат по волейболу «Сидя». Соревновательную программу открыли игры женских команд, которых на этом чемпионате заявлено 8. Это команды Сунтарского, Верхневилюйского, Намского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Амгинского и Мегино-Кангаласского улусов и города Якутска. Соревнования мужских сборных пройдут в субботу и воскресенье. У нас из-за, знаете, что из-за ограничений у нас с прошлого года соревнований не было, поэтому нынче в этом году первые соревнования официально. Поэтому игроки очень соскучились, команды соскучились по игре. Играют все с вдохновением. Короче, праздник волейбола сегодня происходит. Несмотря на определенные трудности в организации тренировочного процесса, этот вид спорта довольно популярен среди жителей республики, которые с удовольствием занимаются в районных центрах и, конечно, принимают участие в республиканских чемпионатах. В Улусе у меня занимается этим спортом человек 16, 18, вот так. Но мы живем все отдаленно в разных поселках, поэтому собираться иногда очень трудно. Но мы стараемся все равно как-то сделать сборы и тренироваться, и приехать. Чемпионка мира и Европы, многократный призер чемпионатов России по волейболу «Сидя», спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, выступала в составе паралимпийской сборной России на играх в Рио и Токио. Спортом начала заниматься в 2013 году, пробовала свои силы в армрестлинге, настольном теннисе, жиме лежа и жиме гири. Алена Дмитриева на этом чемпионате выступает за сборную Сунтарского улуса. Я занимаюсь волейболом «Сидя» с 2013 года. И вот с этого года уже я ставила сборную России. Я уже ушла из этой сборной и уже здесь, в Якутске. А вот какие трудности? Трудности, конечно, есть. Чемпионат сегодня, в данное время, проходит в Самородке. Здесь нет лифта.
люди, ну, волейбол Сити это спорт, вид спорта для инвалидов, поэтому для них трудно до 3-го этажа подниматься, спускаться, и поэтому мы поднимаемся утром и выходим, уже спускаемся только вечером. Несмотря на то, что игры проходят практически без зрителей, страсти на площадке кипят совсем не шуточные, и спортсмены выкладываются на все 100%. Итоги чемпионата будут подведены в воскресенье 3 апреля. Иван Лазаренко, Владимир Павлов, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.